Итак, еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня наша школа с вами посвящена такому уроку необычному. Необычному, во всяком случае, по моему отношению к такому мизерному пакету, как пакет 110. Думаю, что кто меня знает уже много лет, отношение к пакету 110 изначально, с моей стороны, он был, ну, так скажем, не очень, пакет не очень любимый мною, вот так будем говорить. Но на сегодняшний день хочу вам показать некоторые изменения, которые произошли в компании. Ну и благодаря, конечно же, тем новостям, которые вы уже услышали, новости из Лондона и так далее. Ну, в общем, начну с самого начала. Итак, когда мы с вами услышали все новости, думаю, что даже те люди, не думаю, я точно знаю, даже те люди, которые не хотели делиться информацией, которые не хотели приглашать людей, которые не хотели передавать эту информацию, а были просто инвесторами, даже эти люди пошли делиться с этой замечательной новостью, потому что, как мы с вами говорили, своим счастьем нужно поделиться. Нельзя быть счастливым в одиночку. Итак, вопросы, с которыми практически сталкивается каждый новичок во время того, как передает информацию. Мы услышали информацию, глаза горят, мы побежали и говорим, вот, классно, есть такая компания, и начинаем тарахтеть, да? Все, мы все рассказали, человек сидит и говорит. Первое, 3 варианта, которые обычно есть у каждого человека. Ну, либо вы дали информацию, он сам посмотрел. В общем, неважно, каким образом происходит беседа, одним словом, есть 3 варианта ответа. Супер, все классно, но у меня нет денег. Следующее, я не верю в эти технологии. Следующее, я верю, но боюсь. Ну и редко, как я знаю, партнеры говорят, самый классный вариант, сколько, куда платить деньги? Скажи, давай, я уже хочу начать. Правда? Знакомы такие вопросы, с которыми мы сталкиваемся. Ну, я хочу начать, из чего и куда платить деньги. В общем-то, я думаю, мы даже разбирать этот вопрос не будем, потому что он сам говорит за себя, человек идет с нами. Все супер. Начну с того, что человек говорит, все супер, но у меня нет денег. Ну, это как раз та категория людей, когда человеку нужно дать заработки, показать доходы, которые есть в компании, даже на минимальном пакете 100. То есть те бонусы, которые можно зарабатывать, что 100 евро можно зарабатывать каждый день. В общем-то, вы это знаете, да, наш маркетинг-план. Я не верю и я верю, но боюсь. И вот эти 2 вопроса, которые сегодня я хотела бы разобрать более подробно, потому что это самые более-менее встречающиеся вопросы по процентном соотношении со всеми. Итак, я не верю. Когда человек говорит «я не верю», я открываю вот эту картинку и говорю, веришь ты или нет, нравится тебе это или нет. Но сегодня мы живем не в каменном веке. Каменный век закончился, но, как Греф говорил в своем выступлении, камни не закончились, да? Нефтяной век сегодня закончился, и мы все свидетели с вами, кстати, этого закончившегося нефтяного века. Да, мы все с вами свидетели, когда утром встаем, смотрим котировки, следим за курсами, которые привязаны к котировке, были когда-то. Сегодня все с точностью совершенно по-другому, да, начинаем привыкать к другой экономической модели. Нефтяной век закончился, но нефть осталась. То есть нефть-то не закончилась, но век закончился. То же самое, поэтому я задаю вопрос, ты в каком веке живешь сегодня? Если ты сегодня живешь в 21 веке, в веке информационном, оспаривать ты это не можешь, потому что ты в нем живешь, поэтому грядущий способ, лучший способ предсказать будущее – это стать его создателем. Это первое. Второе, ты же не можешь сегодня оспорить те вещи, которые работают и не работали 10 лет назад. У нас в России в основном, да, интернет, там, смартфоны, Google, Facebook, ну и так далее, много что можно перечислить за те прошедшие 10 лет, что полностью изменили нашу жизнь, наше сознание. Посмотрите, спросите у молодежи. Мне очень часто дети спрашивают, как вы жили без телефона?
Как мы вышли куда-то, если мы забыли телефон, все, мы уже как будто бы оторваны от этого мира. Такое внутреннее мироощущение, да? Как вы жили? У меня всегда дочь говорит: мам, как вы жили? Вы как будто в прошлом веке жили. Да, на самом деле это так. У нас много лет назад, да кто, как много, 10 это не так уж и много, время летит быстро, да, 12-15 лет назад не было этих телефонов. Потом были такие дубинки, да, телефоны такие у меня как реликвия лежит, такой большой, с такой длинной антенной. Такой был первый телефон, который с собой можно было носить, знаете, в сумке несешь, сумку еле-еле поднимаешь, зато классная защита, если вдруг на тебя напали. Помните такие вещи? И я начинаю рассказывать человеку, открывать видение, где ты сегодня живешь. Отрицаешь ты это или не отрицаешь, все происходит, нравится тебе это или нет. Потому что сегодня ты живешь не в каменном веке, не в нефтяном веке, а век 21 век новых технологий. И это на самом деле так. Либо ты идешь в потоке этих технологий и... Еще раз вам напоминаю речь Грефа и слушайте как можно чаще, потому что он действительно дельные, хорошие вещи говорит, да, на последних форумах, где он выступал. Либо ты идешь в этом потоке, и поток тебя несет, либо ты просто-напросто пытаешься сопротивляться вот этому потоку движения жизни, и ты просто выбиваешься, куда-то пошел по другой тропе, но тебя все равно выкинет на эту же волну, потому что нет другого варианта. Ты сегодня не можешь обойти 21 век и войти в 19. Назад в прошлое, не знаю, машина времени, может, есть назад в прошлое, да, есть в будущее всегда люди стремятся. Мало кто в прошлое. Поэтому, конечно же, те люди, которые не верят в то, что сегодня это так, что блокчейн, что, ну и так далее, я говорю вот эти вещи. Плюс я рассказываю о том, что предсказывает Рэй Курцвейл. Это на самом деле человек, который когда-то мне показывал видение, лично у него училась, он мне показывал видение того, что будет со Skype и разные вещи, которые мы сегодня проводим, что дома, сидя дома у себя рабочее место, твое кресло удобное, да, в тапочках ты можешь действительно делать какие-то, даже обучения проводить через интернет-технологии. Но позвольте, мы разве можем это оспорить? Нет, конечно, это тоже видение показывают человеку. Поэтому человек, который говорит, я не верю, надо просто немножечко расширить его видение, потому что кроме вот этого узкого своего направления он ничего не видит. Это, конечно, долгий процесс общения с человеком. Если он вам важен, если вы хотите ему передать эту информацию, если вы хотите, чтобы он был с вами, если вы хотите лет через 5, через 10, когда вы будете уже на другом этапе финансовой составляющей и на другом этапе развития вашего собственного, вы хотите, чтобы этот человек был с вами, тогда, конечно же, показывайте, рассказывайте, открывайте ему это видение. Человек, может быть, когда-то не видел, не слышал, а вдруг он услышал о Google, а вдруг он услышал и так далее. Понимаете, да? Есть люди, у которых интернет даже нет. Хочу вам сказать. Есть такие, но когда мы начинаем с ними разговаривать, что-то вдруг у них начинает внутри просыпаться, да, как очнись, очнись, начинаешь его трясти. Ты что, мы же в 21 веке уже живем. Ну вот как бы вот такой смысл общения с человеком, первый, второй, третий, 10 раз встречайтесь с ним, если он действительно вам важен. Вот это вам нужно понять. Важен вам этот человек, хотите, чтобы он вошел в ваше окружение или нет? Вы должны это понимать. Следующий человек, который говорит, я верю, но боюсь. И теперь мы поговорим о цифрах, который говорит, я верю, ему доказывать не надо, что сегодня уже не каменный век и нефтяной век уже закончился. Сегодня он прекрасно понимает, у него есть там смартфон, у него есть, ну, просто телефон, неважно. Одним словом, он пользуется интернет. Он сегодня задает вопросы какие-то через интернет и получает ответы. Этот человек верит, но боится. Боится, потому что потерял когда-то деньги, боится, потому что обжигался, ну и так далее. И первый вопрос, который я всегда задаю, когда человек говорит, если боится, спрашиваю, почему. Значит, вопрос «почему» влечет за собой однозначно, как правило, ответ «я уже терял». И следующий вопрос, который я задаю, сколько времени ты учился инвестиционным рынкам, на которых ты терял деньги. Ну, где ты терял деньги, да?
Человек говорит, да, как правило, ничему не учился, я только зашел в интернет, ну и мне тут вот такие предложения, ля-ля-ля, и давай сразу, ну, знаете, как поле чудес для Буратино. Только зашел в интернет, для этих Буратино интернет всегда поле чудес. И тут куча предложений, и мы сидим, 3 рубля закопали туда, да, куда-то, и ждем, когда же нам это дерево даст эти плоды. Ну, в общем, мы получаем, что получаем. На кого учился, то и заработал практически, да? Поэтому предложение компании в первую очередь и ценность компании придают обучающие пакеты. Это в первую очередь. Потому что те люди, которые на сегодняшний день, даже если они не в компании OneCoin, а вообще развитые люди, это те люди, которых обмануть никто никогда не сможет. Даже если есть инвесторы, у меня вот есть такие партнеры компании, ой, не компании OneCoin, а инвесторы, с которыми мы инвестируем на фондовом рынке. Это люди, с которыми мы прошли давно этот путь, и мы проходили, и идем дальше, и обучаемся, и постоянно мы на каких-то тренингах. И вы знаете, для того, чтобы понять, что это за рынки, на которых мы сегодня инвестируем, даже на фондовых рынках, через фонды, через ПИФы, через банки, через любые организации, через OneCoin, в конце концов, да, это как площадка для наших инвестиций. Мы всегда изучаем эти рынки. Дают ли эти рынки такой процент, о котором нам говорят? В какой валюте, если да, в какой валюте, за какой промежуток времени, какие риски при этом просчитываются и так далее, и так далее. То есть это то, что должен знать самый обычный инвестор, даже если он инвестирует всего лишь 100 евро. Предположим, банк, вы создаете депозит, и когда вы приходите в банк, в первую очередь у вас банковский работник спрашивает, какая у вас сумма денег, какую сумму денег вы располагаете, в какой валюте, и дальше уже предлагает варианты для вашего спроса, правильно? Предложение для вашего спроса. Не так, что сразу предложение, и он вам вываливает, там за миллион есть, там 100 тысяч евро и так далее. Я думаю, вряд ли вы такое в банке найдете. Когда вы приходите, первое спрашивают, что вы хотите. Да? Поэтому здесь та же самая ситуация, абсолютно. Человек, который верит, но боится. Первый, я всегда говорю, послушай, цена вопроса 140 евро сегодня. Для тебя это большая цена вопроса? Он говорит, ну, в принципе, как-то небольшая, а что я получу на выходе? И я открываю вот эту табличку нашу с вами, да, 63 токена сегодня сложности, говорю, вот 110 евро, ну, 30 это как бы аккаунт оплачиваем, я про него говорить не буду, 110 евро, который тебе дает на выходе после добычи 31 коин, там с копейками будет. Вот, в принципе, все, что твоя цена вопроса 100 евро, 110 евро. Это так много за то, что ты вложишь в обучение? Я думаю, это абсолютно мизерная цена. А человек говорит, ну как-то вроде как и у них хорошо, а что, ну сколько компаний, 2 года, а что было? И мы, когда мы говорим о том, что было, и сегодня повторить это невозможно. Знаете, цена упущенного времени стоит очень дорого. И я нашла вот такой слайд, ролики, вспомните, которые были у нас раньше. Человек может посмотреть в самом начале, что стартовый пакет за 100, ну сейчас он 110, потому что на 10% повысилась стоимость пакета, не изменилось это количество токенов из плиты. Ничего здесь не изменилось. И когда у нас была сложность добычи, я уж не буду говорить про там 4, 4,5, 6 токенов, 6 токенов, то на эти 100 человек получил 333 коина. 333 коина. И помните, прогноз мы делали, декабрь 2015, монета будет стоить на бирже 2 евро. Нам еще вначале говорили, о, да ну, не может такого быть, 2 евро это нереально, потому что мы начинали там 0,5 евро, с пол-евро всего лишь. На самом деле мы прошли эту историю, это уже осталось историей, правда? 2016 год, монета на бирже будет в декабре 10 евро. Мы это писали, когда мы делали расчеты, я дальше вам покажу. И мы даем статистику человека, я всегда показываю то, что верю, но боюсь. Люди, которые верили, не верили, вернее, боялись,
неправильно сказала, люди, которые в самом начале, в прошлом году, когда мы заходили, у нас было не просто верю, боюсь, не боюсь и так далее, у нас было видение будущего. Это видение сегодня оправдалось, потому что это уже история, мы можем показать, как будет дальше, это опять же мы будем смотреть. Значит, оправдалось именно на основании чего? Первое, кто стоит у руля? Смотрите, сегодня я разговаривала с одним профессором, у нас в офис приходил профессор, удивительный человек, он уже на пенсии, но он все время все равно преподает. И сегодня он сказал такую вещь, что министерство значит, образования приняли, правительство, одним словом, закон, сократить 60% там вузов и 40% значит, специальностей и так далее. Ну, в общем, одним словом, умные люди почему-то нам не нужны. Хотя не могу сказать, что институты дают очень много ума, да, так же как школы, много воды, которая, может быть, не понадобится, но тем не менее это все-таки развитие нашего разума, да, которое приведет потом к чему-то, если человек очень сильно интересуется, развивается, ну и так далее. Лучше быть как-то образованным, чем совсем необразованным. Ну вот, но тем не менее вот такую неприятную новость он сегодня сказал, он был очень огорчен, потому что это сокращение рабочих мест, потому что преподаватели остаются без работы и так далее. И, конечно, он заинтересовался, он уже не первый раз приходит, сегодня он уже оплатил, купил 2 пакета, и он заинтересовался тем будущим преподавания, будущим тем, как я могу преподносить и так далее. Кто был сегодня в офисе со мной, видели живой такой урок, хороший такой урок, который мы получили, мастер-класс, так скажем, от преподавателя, причем он экономические науки преподает, поэтому говорили мы на одном языке. И он сказал, что моя профессия, профессия Ружи Игнатовой, да, профессия Ружи Игнатовой, которую дает вам сегодня вот эти возможности и банков, профессия любого финансиста на сегодняшний день, эта профессия размножать деньги. Мне очень понравилась эта фраза, я ее записала. На что мы спросили, почему размножать, как это, ну, как-то немножко непонятно. И он сказал, смотрите, если сегодня речь идет о деньгах, мне очень важно, кто говорит сегодня о деньгах. Финансист или просто тот предприниматель, который закупил куры, купил инкубатор, ну эти курочки маленькие, да, цыплята, и решил размножать эти куры. То есть, ну, курей, да? И дальше я бы спрашивала у него о финансах. Конечно же, я пришел бы и спрашивал, как ты размножаешь. Я бы видел рост этих курей, видел, какие они лучше, хуже и так далее. Такой просто вот пример привел, да, в аналогии с финансами. Поэтому очень важно, у кого мы получаем консультацию и кто стоит у руля. Вот опять еще раз подтверждение того, с чего мы начали в прошлом году, для того, чтобы понять, на правильном мы пути с инвесторами, потому что мы тогда вкладывали деньги, но мы абсолютно не знали, какое будет будущее, мы его предсказать не можем, мы его создаем с вами вместе. То есть мы начали создавать год назад, дальше мы продолжаем создавать уже со следующей командой людей, да? Все вместе уже нас все больше и больше, уже больше 2 миллионов. Вы это прекрасно знаете. Так вот, на тот момент мы просто, подкрепившись этими знаниями, которые у нас были, мы, просчитывая и делая прогноз на ближайшие 5 лет, не больше, да, у нас было год, 2, 3, потом 5, мы, соответственно, не промахнулись, как вы понимаете. Мы, естественно, приумножили эти деньги и, как вы видите, выиграли те люди, которые даже зашли на маленький пакет. Но почему я не очень в течение этого времени любила говорить про этот пакет? Потому что в дальнейшем он становится все меньше и меньше. Посмотрите, все меньше и меньше дает коинов. Поэтому у нас есть вывод, если мы говорим про биржу, про обучение, то вывод на этом пакете просто-напросто даже на бирже поторговать и поучиться на этом пакете нереально. Абсолютно на одном пакете, если человек просто как инвестор зашел сегодня на этот маленький пакет. Поэтому как бы тему того, что эта инвестиция не очень хорошая, на мой взгляд, конечно же, я ее так и оставила для себя и придерживаюсь, и вам тоже говорю, что человек, который заходит на 110, это тот человек, который либо инвестирует на протяженность 5 лет, забывает о деньгах там на 2-3 года и дальше уже будет наблюдать, что будет происходить с рынком, но поучиться на бирже он точно не сможет, потому что есть ограничения. Либо это тот человек, который хочет зарабатывать
и в дальнейшем увеличить свой пакет до следующего пакета, то есть сделать апгрейд. И вот перехожу к самому важному. Я верю, но боюсь. Или у меня всего лишь 100 евро, но я хочу заработать и повысить пакет. Компания дала стратегию сплитов. Более умного и грамотного подхода компании к этому вопросу я еще не видела никогда. Честно говоря, даже подумать не могла, какие могут быть вот такие комбинации. Это еще раз говорит, что у руля стоят не люди, которые разводят цыплят, а у руля стоят абсолютно грамотные финансисты, маркетологи, юристы, программисты, и это те люди, которых вокруг себя собрал человек профи своего дела Ружа Игнатова. Я думаю, вы абсолютно со мной будете согласны, правда же? Итак, стратегия сплитов. Смотрите, дальше мы с вами делали расчеты. И сегодня я говорил, у меня сегодня был один человечек, который говорил, ну, я не знаю, может быть, вот вчера мне тоже ребята звонили, значит, ну, мы же любим советоваться с профессионалами. Ну, вот вчера потенциальный партнер, который, в принципе, хотел зайти в компанию, он пошел советоваться там с банкиром, да, у меня здесь есть. Мне ребята тоже, кстати, такие вещи говорили. Пошел посоветоваться с банкиром. Кто такой банкир? Банкир – это тот банковский работник, который узкопрофильно смотрит именно на свой участок работы, за которым ему платят. Это клерк, по-русски говоря. А кто такой бухгалтер? Если я, допустим, говорю про себя. Если бы сегодня я, работая бухгалтером, мне пришли и рассказали об этой инвестиции, о которой я вообще не понимаю ничего, более того, с финансовой грамотностью я никак, я бы, скорее всего, поумничала со своей стороны как бухгалтера и сказала, слушайте, что вы мне ерунду какую-то говорите, да? Я в это не верю, потому что я в жизни никогда не обучалась для того, чтобы быть финансистом или вот в этой части по части инвестиций. Правда же? То есть либо верю, либо не верю, либо хочу попробовать. Тут разные бывают варианты. Итак, человек, который сегодня не верит, но вам и не сказал «да». Или человек, у которого нет денег, понятно, он просто будет зарабатывать, у него есть уже цель. Человек, который не верит, он не сказал вам «да» и не сказал «нет». Он просто-напросто пока не знает, колеблется. Так вот, для этого человека, у меня для вас есть хорошая новость, и для этого человека есть хорошая новость. Дайте, во-первых, ему этот ролик спокойненько, и пусть он разберется с возможностью, которая есть на сегодняшний день. Это первое. Второе. Пакет стартер, как цена вопроса 110 евро. Я думаю, что это не цена вопроса для человека, который не верит. Можно зайти на пакет 110, изучать абсолютно всю информацию. Внимание, не ставить токены на майнинг. Не ставить, ребята. Не ставить. Главное, чтобы этот партнер приобрел пакет до октября месяца и разобрался уже до октября месяца, да? Потому что в любой момент он сможет сделать стратегию сплита. Стартер более ценного пакета сегодня на 110 я еще не видела никогда. Я второй год в компании, ребят, за эти год с лишним, год с плюсом, да, я ни разу не покупала пакет стартер, ни разу. Я не создавала себе такой депозит для себя, да, потому что он мне был неинтересен. Буквально недавно я сделала такую вариацию, 110 плюс вот такой вариант, премиум трейдер. Никогда не думала раньше, что я смогу использовать 110 в качестве действительно инвестиции привлекательной, соблазнительной, ценной и классной в целях приумножения денег. Так вот, пакет 110, он абсолютно интересен для каждого партнера на сегодняшний день. И если я об этом пакете не говорила раньше, то сегодня я говорю абсолютно каждому. Ты можешь начать с пакета 110. Но при этом, дружочек, будь внимателен, не ставь токены на майнинг, у тебя будет время разобраться. На майнинг ты поставишь всегда. Не так много коинов, честно говоря, тебе дадут, не так много ты потеряешь, если вдруг
ты решишь все-таки оставить этот пакет 110. Но я больше чем уверена, что разобравшись в той возможности, которую сегодня дала компания, разобравшись в той возможности, кто стоит у руля, разобравшись в новейших технологиях, IT-технологий 21 век и так далее, в том, что такое криптовалюта, блокчейн, узнав правила. Знаете, как машина, мы не знаем, как она устроена. Мы знаем правила, и без водительских прав нас никогда бы не выпустили, не посадили бы за руль, да? Мы не имеем права заруливать, так скажем. Поэтому здесь то же самое. Получив права, пройдя курс обучения, даже первоначальный, на этом минимальном пакете, вы уже, во-первых, займете место. А здесь есть баллы и так далее, то есть вы много что поймете, когда вы заняли это место. Всего с пакетом 110. Дальше, разобравшись, вы приумножаете и делаете апгрейд плюс, вы видите калькулятор, получаете выгоду сплитов, да? И как нам Ружа Игнатова сказала, что даже после 30-го, после 1 октября, у кого сплиты еще не прошли, они будут, но пакет куплен до 1 октября, а у вас останутся еще сплиты. Например, вы купили пакет на 110, приняли решение, допустим, сделать апгрейд на 550, или может быть вот такой плюс ProTrader 1100, может быть 110 плюс 1100 сегодня. Любой вариант, который потом вы решите до любого варианта апгрейда сделать стратегию, да, вместе плюс, я думаю, это даст вам хороший результат по получению коинов, а это ваш актив, который в дальнейшем даст вам действительно хороший капитал, в принципе, за которым многие стремятся, когда говорят об инвестициях. Поэтому я всегда говорю, ребят, когда вы хотите разобраться, разбирайтесь, поставьте пакет 110 и разбирайтесь сколько хотите. Я думаю, что это не такая цена вопроса на сегодняшний день для большей категории людей. Простите, мы больше денег проедаем ежедневно. Ребят, на самом деле это так. Просто нужно задуматься, куда уходят мои деньги. И все. Когда понимаете это вы, будут то же самое понимать те люди, которые к вам приходят. Потому что закон притяжения еще не отменял никто. Ну и, конечно, самый классный пакет, который я вам показала, это всего лишь 110 и плюс 13 750, когда это автомайнинг, когда здесь ждать ничего не нужно. Даже если вы сделаете, человек сделал 110, поверьте, те люди, которые сегодня разбираются, приобретя вот такой минимальный пакет, войдя в компанию, начиная разбираться с минимальной этой суммой, человек, поняв, какие привилегии ему дает на разных пакетах, потому что вы уже будете с ним общаться, вы уже будете его вести, он уже будет обучаться, он с каждым разом будет умнее, он будет все больше и больше знать, просчитывать, прогнозировать. Человек однозначно поймет, что для него вот эта стратегия классная. А если вы мне хотите сказать, что у людей сегодня нет денег, ребят, вы глубоко ошибаетесь, потому что у людей деньги есть. Достаточно последние 2 года посмотреть телевизор, когда каждый январь, когда говорят об инфляции, люди сплавляются от рублей. Ну, во всяком случае, так в России, да? Сплавляются от рублей, покупая бытовую технику и так далее, а потом не знают, как избавиться от этой техники, потому что потом вдруг деньги нужны. То есть, ну, финансовую грамотность никто не вкладывал, ну и, в общем-то, вряд ли кто-то будет в наши головы вкладывать. Поэтому давайте возьмем ответственность за свою жизнь, за свое образование финансовое и за, конечно же, жизнь нашего поколения, потому что кто, как не мы, должен передать всю информацию из поколения в поколение, научить наших детей, внуков, правнуков и так далее жить с капиталом или быть с капиталом, чтобы в дальнейшем жить на проценты рантье. Ну и дальше еще немножко истории, той истории о том, как рос наш коин. Верите вы или не верите, я всегда говорю, посмотри историю. А можешь посмотреть на историю биткоин. Как Сережа Королев говорит, да, все мы умны задним умом. Но время вернуть точно нельзя. Точно нельзя. А вот, пожалуйста, коин стоил 0,5, сегодня он стоит 6,25, в дальнейшем он будет стоить еще больше, потому что ценность и цену монеты передаем именно мы. Еще раз послушайте ролик Ружи Игнатовой, какая цена прогнозируемая, и все будет зависеть только от нас с вами. Поэтому желаю вам успеха, желаю вам
так скажем, мудрых решений вам и вашим партнерам. Передавайте эту информацию. Те люди, которые сегодня говорят, я не верю, я верю, но боюсь, все супер, но у меня нет денег. Ребят, открывайте видение, потому что мы сегодня являемся теми консультантами и теми проводниками для людей, которые встретились на нашем пути, чтобы объяснить, показать, рассказать. Ну и, соответственно, когда вы начинаете обучать, вы становитесь сильнее, вы становитесь увереннее в том деле, которое вы делаете, и то, что вы для людей даете. Вот, на этом я заканчиваю наш сегодняшний урок.